Я решил заниматься наукой, потому что это очень интересно, а также ты можешь узнать то, о чем не знает большинство людей. Наука является моим мотиватором становиться лучше себя вчерашней. Наука продвигает цивилизацию вперед. Я поняла, как много на самом деле я еще и не знаю. Я желаю, чтобы никто не боялся, шел и пробовал себя в разных направлениях. Это очень классно. Я считаю, что за наукой и новейшими технологиями стоит будущее. Одной из самых сильных сторон российской науки всегда была педагогика. Сегодня фундамент работы школ создают ведущие коллективы Российской академии образования и педагогических университетов. Вузовская педагогическая наука обогащается всесторонними исследованиями юных ученых. Мне посчастливилось открыть новую звезду в галактике Андромеда. Мне всегда нравилась химия, поэтому решила стать учителем химии. Таким образом, в мою жизнь вошла наука. В моей работе описано 25 новых органических соединений, 6 из которых могут препятствовать разрастанию опухолевых клеток. Я разрабатываю систему, которая способна оптимизировать контроль за обучающим процессом, а также автоматизировать документооборот в организации. Мной написано около 16 научных статей, 11 из них опубликованы. Через призму педагогики я смотрела на взаимоотношения учителей и учеников, и там неоднократно указывала свое мнение, свои позиции и взгляды, и также иногда порой бывало, что и свои советы. Эстафету открытий у студентов перенимают школьники, главный потенциал будущего российской науки. Сегодня в детских технопарках, точках роста, IT-кубах они выходят далеко за рамки образовательных кейсов. Разработки ребят привлекают внимание крупных компаний и ученых. Когда мы начали делать протез, мне стало интересно, насколько это возможно сделать в наших реалиях. Сейчас протезирование все время прогрессирует, и мы хотим, во-первых, сделать его более доступным, и чтобы людям было проще. Мы работаем над приложением по поиску игр для спортсменов. Допустим, я захочу там поиграть где-то, но все мои друзья заняты, я могу зайти в приложение и увидеть, кто где и когда собирается. В России погибает 30 тысяч человек в год от дорожно-транспортных происшествий. Из этих 30 тысяч погибает 6-7 тысяч человек из-за непристегнутых ремней безопасности. Я создал проект, точнее систему, которая следит за ремнями безопасности. И поскольку я проживаю в Ханты-Мансийском автономном округе, где живут ханты и манси, я решил сделать вклад в сохранение их традиций и культур. В моей игрушке охотника есть 3 символа. Тут находятся зайчьи уши, 2 медведя и лягушка. Задача этой игрушки в том, чтобы охотничьей дробиной дойти от начала до конца. Принтер Брайля представляет собой небольшие выпуклые точки на бумаге. Меня шокировала их стоимость. Так как я хотела заниматься микроконтроллерами, мне пришла в голову идея сделать данное устройство на основе Arduino. Цель этого проекта – удешевить стоимость принтера, сделать его максимально персональным. Сколько талантливых детей по всей стране. Россия может гордиться вашими достижениями. Уже со школьной скамьи вы выбираете свой путь, а мы в этом вам помогаем. Кванториумы, точки роста, IT-кубы, педагогические научные центры – все это колыбели будущих великих ученых и изобретателей. Уверен, с вами наше будущее в надежных руках. Творите и мечтайте. Вперед к великим открытиям! С Днем российской науки!